ценности и культуры. Это сотрудничество построено на интернационализме и дружбе народов. Развитое образование, наука и культура. В любом светском государстве современное образование и наука – это ключ к будущему. Поэтому мы выступаем за необходимость модернизации образовательной системы на всех ее уровнях. Система образования должна базироваться на принципиально новой образовательной парадигме, учитывать изменения, происходящие в социуме. За счет правильного образования Кыргызстан может значительно пополнить бюджет. Разработана очень большая программа по сфере развития и реализации образования. Доступная медицина. Здоровье каждого человека – залог благополучия всей нации. Разрушительные процессы затронули систему здравоохранения, что наглядно продемонстрировала эпидемия коронавируса. Поэтому вопрос обеспечения качественной и доступной медицинской помощи является весьма острым. В сфере здравоохранения имеют место структурные проблемы в организации качественной медицинской помощи, в том числе проявление коррупции. Медицина должна быть отдана на откуп рынку. Не должна. Политика в этой сфере должна быть направлена на обеспечение контроля и усиление государственного регулирования. В рамках цифровизации необходимо внедрение системы электронного учета всех лекарственных средств и медицинских изделий от импортера-производителя до конечного потребителя. Уважаемый Голубцев, 2 минуты еще. Бережное отношение к окружающей среде. Экология – это проблема государственной безопасности. Нам необходимо принять неотложные меры по разработке комплексной программы по охране и защите окружающей среды, ужесточению ответственности за загрязнение окружающей среды, поощрению внедрения современных зеленых технологий. Экономика. Экономика Кыргызстана состоит преимущественно из промышленности и сферы услуг. Причем в сфере услуг занято меньше половины трудоспособного населения. Серьезной проблемой является государственный внешний долг. Немаловажную роль составляет сфера туризма. Доля малого бизнеса незначительна. Значительная часть продуктов сельского хозяйства идет на экспорт. Учитывая все экономические проблемы, Кыргызстану необходимо разработать свою программу для быстрого экономического роста. Основными задачами политики станут достижение высоких темпов экономического роста и увеличение реальных доходов населения. Что нужно для быстрого роста экономики? Каждый задает вопрос. Народ думает, все равно мы никак не повлияем, никак не поможем и прочие жертвенные жалобы. Всегда управляет самая активная, небольшая прослойка общества. Задача лишь ей не стать. Поэтому, уважаемые соотечественники, мы предлагаем вам всем объединиться. Идет глобальная проблема найти достойного лидера. Лидером останутся те люди, которые работают благотворно во благо нашей страны. Спасибо.